Сегодня, 2 августа 2025 года, исполняется 100 лет со дня рождения нашего отца, деда и прадеда Абузярова Байрамгали Мухамбетгалиевича. Он родился и вырос в городе Семипалатинске, в большой и дружной семье. Был старшим ребенком, опорой и защитником для своих братьев и сестер. Наш дедушка и прадедушка ушел на фронт совсем юным, как только ему исполнилось 18 лет. В один миг, как и миллионы граждан Советского Союза, он был призван защищать свою родину от фашистских захватчиков. В феврале 1943 года его призвал Ленинский районный военкомат города Семипалатинска Казахской СССР. О его подвиге мы узнали совсем недавно, благодаря архивам, размещенным на сайте «Память народа», где были опубликованы ранее засекреченные документы Центрального архива Министерства обороны России. Какая это была гордость увидеть, что наш дедушка – настоящий герой. Но вместе с тем мы ощутили горечь и боль. Какой страшный путь ему пришлось пройти. Свой боевой путь он начал в 236-м артиллерийском полку на юго-западе Украины, а затем продолжил службу в 30-м отдельном полку резерва офицерского состава Воронежского и Первого Украинского фронтов. В 1944 году в ожесточенных боях он получил ранение. В архивных медицинских документах упоминается, что сержант Абузяров Байрамгали поступил в эвакуационный госпиталь номер 279 и после лечения 27 июля 1944 года выбыл в часть. Несмотря на тяжелые испытания, он не ушел с передовой и продолжил службу. Уже в составе 298-го гвардейского стрелкового полка 100-й гвардейской стрелковой Свирской дивизии. Эта дивизия с августа 1944 года до конца войны участвовала в крупных наступательных операциях на территории Восточной Европы. Весной 1945 года наш дедушка сражался на территории Австрии и Юго-Восточной Германии. 24 апреля 1945 года он совершил подвиг, за который был награжден орденом Красной Звезды. В архиве Министерства обороны сохранился наградной приказ номер 067 по 100-й гвардейской стрелковой дивизии, в котором говорится: «За образцовое выполнение заданий командования и проявленное при этом мужество и героизм в боях против немецких захватчиков орденом Красной Звезды награжден гвардии младший лейтенант Абузяров Байрамгали, командир стрелкового взвода 298-го гвардейского стрелкового полка». В наградном листе подробно описан сам подвиг. В ожесточенном бою северо-западнее деревни Файфельд и деревни Рамзау Абузяров, смело ворвавшись в оборону противника, грамотно руководил своим взводом, уничтожил огневые точки врага из 17 единиц живой силы противника, освободив важный участок. Затем, воодушевляя бойцов, отражая яростные контратаки противника, атаковал и занял стратегически важную высоту, которая имела решающее значение для дальнейшего развития наступления. Взвод Абузярова удержал позицию, нанеся значительный урон врагу,
и обеспечил дальнейшее продвижение наших войск. Из журнала боевых действий 39-го гвардейского стрелкового корпуса на 117-й странице следует, что 24-25 апреля 1945 года шли тяжелые бои на территории Австрии и Юго-Восточной Германии. Бои велись за каждый хутор, каждую высоту. Потери были высоки. Численность стрелковых рот уменьшалась до 15-30 человек. Но бойцы, включая 9-ю роту 298-го полка, в которой сражался, проявлял беспримерный героизм. 2 года и 9 месяцев провел Абузяров Байрам-Гали на фронтах Великой Отечественной. Только 18 октября 1945 года он вернулся домой к родным, к тем, кто ждал его с надеждой, кто верил, что он жив и вернется. Вернувшись домой, Абузяров Байрам-Гали поступил в медицинское училище города Семипалатинска. Затем работал рентгенологом в городской больнице. К сожалению, тяжелые фронтовые ранения не прошли бесследно. Он умер в 1966 году, прожив всего 40 лет. Но он остается жив в памяти своих детей, внуков и правнуков. Спасибо тебе, наш дорогой отец, дедушка и прадедушка. Спасибо за мужество, за стойкость, за жизнь, которую ты подарил своим потомкам. Без тебя не было бы нас. Без твоего подвига, без подвига миллионов солдат не было бы победы. Не было бы целого народа, который фашизм хотел уничтожить. Мы помним, мы гордимся, мы передаем эту память дальше.